Человеческий глаз совершает быстрые движения, колебания. Их количество может составлять до 123 раз в секунду. Глаза двигаются постоянно, наблюдают, помнят. Передо мной всплывают лица всех, кого мне довелось увидеть за пролетающие мимо 80 лет. 20 августа 1939 года. Тогда было тепло. В Ухте родилось 5 малышей. Среди них и я. Почему глаза всех тех людей вокруг горели? Почему они заслужили право не быть забытыми? Кто подтвердит, что после них остался хорошо заметный, четкий жизненный след? Мне не нужно гадать. Я точно знаю ответ на эти вопросы. Они — это мы. Те, кто создал историю своими руками и сам стал ее частью. Кирпичик за кирпичиком. Я, мы, все вместе создали большое полотно. Сегодня мы находимся в стенах музея, который в преддверии праздничных событий, мероприятий будет открыт. Мы очень на это надеемся. И, конечно же, мы обращаемся в первую очередь, пройдя этот путь к истории. Мы очень верны тем традициям, которые закладывались в то далекое время, и, безусловно, очень чтим память тех людей, которые работали в отрасли образования. Мы благодарны сегодня ветеранам нашей отрасли, тем людям, которые беззаветно отдали всю свою жизнь, все свое желание работать с детьми на благо развития отрасли образования нашего города. Ребенком я и мои погодки много времени проводил в школах. Тогда, в 40-х, их было 10 начальных, 4 неполных средних и лишь 1 средняя. Они были раскиданы по Ухтинскому району, отмечая на карте места, где люди обустраивались жить надолго. Садиков было гораздо меньше, всего лишь 3. При этом один из них специальный, для детей Ухта-Печлага. 62 учителя по всему району и в самом поселке Ухта продвигали знания в массы. Дело не всегда шло гладко. Сохранились первые приказы, что издавало районо в те годы. Некоторые документы написаны на обратной стороне бумажных мишеней. Однако, несмотря на скромные средства и трудности, важность дать образование понимали хорошо все. Директорам, заведующими школами и клубами, избами, читальными до 20 мая охватить обучением всех неграмотных совместно с председателями колхозов, разработать мероприятия по обучению взрослых на весенне-летний период, добиваться выполнения намеченных мероприятий. До 25 мая провести во всех сельских центрах собрания по вопросам обучения взрослых. В конце 1943 года поселок Ухта стал городом районного подчинения. Вместе с этим изменилась и отрасль образования. Ухтинскому Горану подчинялись школы Вуктыла и Сосногорска. Но еще раньше, за 2 года до этого, грянула Великая Отечественная. Пылающей волной гнева, боли и страха за близких, она прокатилась по всей стране. Мы, школьники, смотрели на тех, кто уходил на фронт. Оставшиеся работали, не щадя себя, каждый на своем месте. Об этом говорят пожелтевшие листы приказа номер 37 конца июля 1943 года. Учителя и учащиеся работали активно, помогали фронту. Собрано немало денег на разные оборонные мероприятия, послано много посылок. Но наряду с достижениями школы работы имели и серьезные нарушения. В ряде школ не развернута серьезная борьба за высокую успеваемость. Приказываю до 15 августа точно учесть всех детей, подлежащих обучению. С первого дня учебного года все дети, чьи родители находятся на фронте, должны быть окружены особой заботой. В центре внимания всех учителей в будущем учебном году должна быть борьба за высокую успеваемость и повышение качества знаний учащихся. После войны Ухтинская отрасль образования продолжила развиваться. Стали открываться новые школы в поселках и в самом городе. Появляться новые учебные заведения, например, спортшколы. К середине 50-х в районе работало уже 13 всеобучающих школ и 4 рабочей молодежи. На север ехали люди, среди них были и новые педагоги.
Учителям было интересно тогда работать в каком смысле? У нас не было ни компьютеров, ничего. Мы сами находили мероприятия такие. У нас очень много было в то время уроков нестандартных. И эти нестандартные уроки оставались у детей в памяти. Почему? Мы искали материал сами, готовили наглядность вместе с детьми сами. И потом проводили эти нестандартные уроки. У учителей горели глаза. Им было интересно поделиться опытом, у кого какой урок прошел. Прошел он хорошо или плохо. Учителя везли с собой не только чемоданы, но и четкий ориентир. Школа должна не только учить, о воспитании нельзя забывать. Этот курс сохранился и дальше, хотя годы менялись. Многие педагоги, начинавшие когда-то молодыми людьми, хорошо помнят те приоритеты. Да и приходили в профессию тоже из близких областей, например, из пионер-вожатых. Задачи у отрасли образования всегда были одни, во все времена – научить. А вот когда я поработала в школе, я поняла, что у нас была очень серьезная миссия, главная цель – это воспитать достойного гражданина своей страны. Я совершенно не умаляю достоинства сегодняшней современной школы, но тогда, кроме уроков, которые тоже воспитывали, и они сейчас воспитывают, мы воспитывали через классные часы, через политинформации, через пионерские сборы и комсомольские собрания, через педагогические советы, через собрания различные. И, конечно, на выходе мы получали очень замечательных ребят. С годами ухтинская отрасль образования все больше ширилась. В Уктыло-Сосногорск обрели самостоятельность. В самой Ухте появились школы-интернаты, стало больше детских садов. Открылись новые пути. Например, активно стали говорить об инновациях. Следом за веяниями в Ухте на базе индустриального института открылся первый лицей – технический. Почти следом появился и второй – гуманитарный. В августе 1991 года возглавить его пригласили Людмилу Цивилеву, выпускница Горьковского пединститута, 14 лет стажа преподавания в горно-нефтяном колледже Ухты. Вообще школа средняя номер 1, она была очень известна, и не только в городе, она была известна за пределами, то есть в республике. Причем известна своими достижениями, своими успехами. Мало того, она славилась своим довольно подготовленным, профессионально компетентным педагогическим коллективом. И еще своими славными добрыми традициями. Очень многие традиции были связаны с выпускниками школы, которые в первые годы войны ушли на фронт. Многие из них не вернулись. А вот те, которые вернулись, они очень любили свою школу, очень за нее переживали. И, конечно, очень хотели, чтобы школа всегда оставалась такой вот достойной, успешной, с большими достижениями, своими педагогами. Почему гуманитарный лицей в городе технарей? Спрашивали многие, я в том числе. Ответом стали 3 причины. Желание дать гуманитариям такое же качественное образование, повысив их шансы добраться до вершин. В 1989 году на базе тогда еще школы открыли профильный педкласс. А хотелось не закрывать, а развивать, а в довесок общие гуманистические традиции школы. Чтобы у педагогов и учеников был стимул, наладили сотрудничество с вузами не только республики, но и страны. В 1992 году приняли первых лицеистов. Эта работа, она, конечно, сыграла огромную роль в том, что качество образования у нас значительно улучшилось. И поэтому, когда состоялся первый выпуск в 1994 году, выпустили мы 66 человек. Из этих 66 33 уже были студентами вузов. Причем географического и физического факультетов МГУ, да, и Коми-пединститута, и вот Сыктывкарского педагогического училища. Со временем в стране все чаще стали говорить об отдельной работе с одаренными детьми. Их уникальные таланты надо было развить также особенно. В лицее создали кафедры и научный совет. Предметные олимпиады и декады учителей стали играть все большую роль. К ним добавили подготовительные курсы в Центре доп. Образования на базе лицея.
В 2006 году энциклопедия российская, которая называлась «Одаренные дети. Будущее России», да, 5 наших учащихся занесла в эту энциклопедию как лучших детей, как замечательных отличников, детей, учащихся выпускников, которые действительно прославились своими победами и на Олимпиадах, и в различных конференциях выступая, и так далее, и так далее. Конечно, для нас это был 2006 год. Конечно, это было просто замечательно. «90-е упали на страну обухом. Кого-то это время сломило, но некоторые сферы жизни пошли в новые условия России, как горячий нож в масло. Такой стала и сфера образования. Я стал отцом. Я видел, как меняются школьники, как меняется школа. Из юных пионеров они стали юными взрослыми. Умение работать на компьютере, умение создавать проекты, продукты. Современное образование родило особенное, новое поколение. Ученики стали обучающимися. Педагог давал не рыбу, а удочку, с которой ребенок может эту рыбу поймать, развивать навыки для самостоятельного обучения. Результаты не заставили себя ждать. Главная проверка знаний, единый государственный экзамен, показал это. 6 100-бальников только в текущем году. 2 из них по информатике. В сегодняшних ухтинских школьниках будущее промышленности. О необходимости готовить инженерные кадры можно даже не говорить. Поэтому с 2014 года в Ухте усиленно работают над профориентацией. Партнерами в этом деле стали как крупные предприятия, так и местный университет. Первый проект носил очень такое интересное название «Будущее региона в руках молодого поколения». Наверное, не случайно это название мы для себя определили ведущим, потому что понимаем, что сегодня есть отток молодого поколения из Ухты, и необходимо разработать те механизмы, которые позволят, по крайней мере, сдержать этот отток. Отчасти нам это удалось. Если мы говорим о закреплении наших выпускников в Ухтинском государственном техническом университете, мы провели анализ, начиная с 2014 и 2018 годом, такая положительная тенденция у нас имеется в выборе инженерных специальностей, ну и, безусловно, рабочих специальностей. 3 годами позже Ухта презентовала на республике еще один проект – инженерно-техническое образование – основа развития экономики региона. Он стал обладателем гранта в размере 100 тысяч, но это было не главной задачей. Проект позволил открыть несколько ресурсных центров по этому направлению. В 10-й школе 2 года подряд реализуются программы совместно с Ухтинским государственным техническим университетом на ступени 10-11 класса. Ухтинский технический лицей стал республиканской опорной школой, он выиграл грант по направлению также инженерное образование. Сегодня мы говорим об успехах в плане реализации национальных проектов. Современная цифровая школа, 2 образовательных учреждения вступили в этот проект с финансированием средств федерального бюджета. Для нас это тоже важно. Вскоре эти программы будут транслироваться во всех школах. Помимо этого, на базе УГТУ существует школа инженерных кадров для 10-классников. За успешное завершение программы школьник получает плюс 3 балла к ЕГЭ для поступления в вуз. Так, теперь инженерную элиту развивают с самого детского сада. И в сотнях любопытных детских глаз педагоги уже видят пытливый ум авиаконструктора, изобретателя или создателя роботов. Робототехника, слово, неизвестное обывателю еще 20 лет назад, стала будничной задачей для дошколят. 55-й детский сад, как ресурсный центр, собирает на своей базе юных робототехников для конкурса «Икоренок». А ребята из НШДС номер 1, которые стали победителями такого конкурса в Коми, показали свой проект на всероссийском уровне. Проект «Путешествие нефтяной капельки» увидели в Москве. И это не все успехи юных робототехников. Совсем недавно мы получили приказ об итогах межрегионального открытого технического фестиваля для юных инженеров, в котором принимали участие
воспитанники детских садов региона от Республики Коми. 3 детских сада приняли участие, и в рамках этого фестиваля проходил дистанционная игра «Играем в Лего» в формате онлайн. И наша команда по набранным баллам вышла на 1-е место. Инновационным стало и отношение к преемственности и непрерывности обучения. Ухта шагнула вперед в преодолении тяжелого адаптационного периода первоклассников. Так, в 1998 году появилось учреждение «Начальная школа. Детский сад». Теперь оно является ресурсным центром по координации образовательных организаций в введении новых госстандартов в дошкольном и начальном школьном образовании. Ну и повышении компетенций педагогов, конечно же. В этом году одна из творческих групп, в состав которой входили педагоги 8 дошкольных образовательных организаций, разработали мониторинг оценки сформированности предпосылок учебной деятельности дошкольников. Опробировали его в своих образовательных организациях и разработали методическое пособие для воспитателей, в котором собраны тексты заданий, направленные на формирование инструментальной готовности детей к школе. Другая творческая группа педагогов разработала сборник заданий для учителей начальных классов. Цель методики – научить детей работать с информацией. Навык в современном мире очень важный. Не нужно забывать и о таких, казалось бы, незначительных, но очень важных достижениях, как отсутствие очередей в детский сад. После демографического провала в конце 90-х, после нулевых, вдруг некуда стало вести малышню. Очереди в детские сады по всей стране. Проблема, решенная не до конца, но не в Ухте. Задача ставилась на уровне Российской Федерации еще несколько лет назад. Решение очередности для детей в возрасте с 3 до 7 лет. Нам удалось ее решить еще более 5 лет назад. А вот та задача, которая стоит сегодня, она поставлена в рамках аж до 2024 года. Необходимо ликвидировать очередность дошкольной образовательной организации для детей с 1,5 до 3 лет. Но, как я уже сказала, у нас уже годовалые дети идут в детские сады. Но мы можем гордиться тем, что мы уже 2 года можем направлять детей, которым исполнился 1 год в дошкольной образовательной организации. Еще одна победа – активное внедрение инклюзивного образования. В этом непростом вопросе Ухта, по сравнению с предыдущими десятилетиями, делает колоссальные шаги вперед. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 80%. Более 200 детей обучаются и воспитываются в наших образовательных организациях. Порядка 130 школьников, остальные дошкольники. И именно реализуются принципы инклюзивного, включающего образования в чистом виде по отношению к 5 детям. Это дети, имеющие сложные диагнозы, но они включены в образовательную деятельность в условиях школы. Для достижения такого эффекта за протяжении 3 последних лет мы включаем ассистентов либо тьюторов в образовательную деятельность. Это позволяет нам прямо в условиях класса или группы и непрерывного образовательного дня заниматься с этими детьми. С 2009 по 2013 год было затрачено больше 14 миллионов на оснащение организаций оборудованием для особенных деток. Существует и дошкольная программа «Шаг навстречу», где вместе работают дефектологи, логопеды, психологи и педагоги. После их работы ребята могут обучаться, пусть и по адаптированной программе, но в общеобразовательной школе. Следует сказать, что наш муниципалитет, наверное, единственный муниципалитет, где при поддержке администрации мы сохраняем сеть этих классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам прошлого года у нас в 40 классах обучалось более 430 детей. Дети, заканчивая такой класс в условиях 15 до 15 человек, то есть минимальной наполняемости и в условиях адаптированного образовательной программы, насыщенного учебного плана, компенсирующими мероприятиями, в итоге, по итогам 9 класса, они получают аттестат об основном общем образовании такого же образца, как выпускники общеобразовательных классов. В скором времени принципы инклюзивности охватят и дополнительное образование. Пока с такими детками могут заниматься только 4 программы. Тем более, что учреждения доп. Образования, используя опыт прошлых лет, стараются развивать себя и активно занимаются с юным населением Ухты.
драм-кружок, кружок по фото. А еще мне петь охота. Если так скажет мой ребенок, он непременно найдет, где раскрыть свои способности. Одним из таких центров является бывший Дом пионеров, носящий теперь имя Генриха Корчевского. Всего объединений у нас около 30. Занимается там ежегодно от 1200 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. У нас достаточно разнообразные объединения. У нас есть и хореография, у нас есть театр с огромной историей, такими же перспективами. Спортивные коллективы, несмотря на отсутствие спортивного зала, они продолжают жить, работать и процветать, о чем свидетельствует их победа на различного рода соревнованиях. Помимо этого, есть еще детский центр искусств и центр юных техников. В 3 этих организациях функционирует 75 объединений. Свои таланты там развивают больше 3000 ребят. В 2019 году охват составил 74,5% детей от 5 до 18 лет. Результаты образовательных программ можно увидеть и в итогах Олимпиад. В предыдущем году команда Ухты стала 2-й в регионе по Всероссийской предметной Олимпиаде. 7 победителей и 29 призеров. А в этом году мы уже 1-е. Все это дает право говорить: сегодня мы готовим сильное, умное и разносторонне развитое поколение. Поколение будущего, в росте которого наша заслуга. Триумф этого поколения не за горами, и он напрямую зависит от того, что мы можем предложить детям не только сегодня, но и завтра. Глядя на внуков, я понимаю, то, что было фантастикой для нас, для них станет практической возможностью к развитию. Создать растение в искусственной невесомости, напечатать рабочий инструмент на 3D-принтере, изучать и делать открытия, которые могут перевернуть не только наш небольшой северный городок, но и целый мир. Детский технологический парк с высокотехнологическим оборудованием «Кванториум» – наша задача на ближайшее будущее. Он направлен на воспитание новых современных молодых ученых, инженеров, инженерной части. Ну, в общем, грубо говоря, чтобы обывателю было понятно, что из себя представляет, это молодая наука 21 века. Вот сейчас, на данный момент, вкупе с управлением образования, то есть мы как подведомственное учреждение, а также Министерство образования, науки и молодежной политики республики участвует в конкурсе на предоставление федеральной субсидии для строительства этого детского технопарка в Ухте. Примечательно, что разместят кванты на территории Дома пионеров, по факту первого в Ухте Центра дополнительного развития детей. Принцип преемственности в деле – не разрушать старое до основания, чтобы построить новое, а соединять прошлое и будущее ради блага и развития детей вместе с обществом. Ухтинская отрасль образования сейчас – это 77 учреждений. Только в общеобразовательных учатся более 12,5 тысяч детей. Еще 2,5 ходят на занятия по дополнительному образованию. Среди них есть теперь уже мои внуки. Их учат педагоги, счет которых идет на сотни. Среди учителей есть и молодые. Их цель не менее сложна, чем у первопроходцев отрасли. Учеников больше, а новые технологии наступают на пятки. Часто это может стать причиной непонимания, а значит и опасений. В интернете есть куча всего и полезного, и неполезного. Поставить цель, найти информацию, обработать эту информацию, создать новый продукт и все. Этого будет достаточно. То есть человек в этом плане развивается. Я тоже могу сидеть в телефоне. И дети мне часто говорят: учительница в телефоне. Однажды я им сказала: ну и что, да, я в телефоне. Но в телефоне у меня есть все учебники, есть все решебники, на тот случай, если, чтобы быстро проверить оперативно. Есть какие-то материалы, которыми я могу воспользоваться в течение урока. Оперативность становится едва ли не важнейшим критерием современной жизни. Успевать значит быть в теме. При этом что-то учитель подсказывает детям, а что-то и они сами, нам, взрослым. Конечно, при этом важно, чтобы мы, родители, были удовлетворены качеством обучения. В Ухте этот критерий более 90%. Синтез работает. В
Впрочем, для многих учителей, например, Оксаны Алиевой, главные награды за успешность – это возможность учиться новым методикам и знаниям. Как раз быть, наверное, современным самое сложное. Нужно постоянно учиться, постоянно должна быть какая-то внутренняя мотивация, что вот мне нужно это сделать, я хочу это знать. Если она есть, то все получится. А если нет, то не знаю, как все, но я, например, не хочу быть старой древней учительницей с гулькой, с указкой в руке, которая злючка подходит, на всех ругается. Я хочу быть современной, хочу быть в курсе всех событий, возможностей. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы эти возможности были в кабинете. Качество обучения в ухтинской отрасли образования растет. Уже на протяжении 6 лет непрерывно, так говорят. В это верится. Я знаю, что только в этом году медаль России за особые успехи в учении вручили 46 выпускникам. Часто сухие цифры не дают полной картины происходящего, поэтому очень хочется спросить у нынешних учеников, какой должна быть школа будущего? Волшебная, интересная, загадочная, цветная. Было интересно в ней, было не скучно. Например, если тебе будет грустно, то ты взглянешь на школу, и тебе опять станет весело. Я думаю, что школа будущего будет с планшетами вместо учебников, так как это будет занимать меньше места. В одной школе будут отдельные классы, чтобы люди с ограниченными возможностями и обычные люди смогли учиться вместе и как-то взаимодействовать. Затем школа будет состоять из 2 корпусов. Школьный учебный корпус и корпус отдыха, то есть в котором будут мини-зоопарк, например, комната отдыха, комната рисования и подобное. В школе будущего ребенок должен учиться с удовольствием. Ни для кого не секрет, что любая деятельность будет более продуктивной, если человек делает то, что ему нравится. И именно это должно быть в школе будущего. А для того, чтобы это организовать, нужно использовать новые технологии в школе как приоритетная инстанция, поэтому дети, которые являются более креативными, нежели чем взрослые, они могут что-то подсказать новое, что-то помочь в модернизации чего-либо. И сами будут в себе воспитывать интерес к школе. 700 800. Именно столько часов прошло с момента зарождения образования в поселке Ухта. Тогда было тепло. Ровно и уверенно бьется сердце отрасли сегодня. Спокойно и прямо устремлен взгляд в будущее, которое наступает прямо сейчас. Иногда оно кажется пугающим, подчас удается найти поводы для оптимизма. 80 лет – долгий срок, но история еще не дописана. А значит, все те же человеческие глаза будут совершать 123 быстрых движений колебаний в секунду, наблюдать и помнить.